Восьмой раз Центральная городская площадь столицы Гагаузии распахнула свои гостеприимные объятия жителям автономии и многочисленным гостям, пожелавшим принять участие в праздновании Дня вина Гагауз Шарап Йортосу. Около 30 подворий было представлено на данном торжестве. Красочное их убранство, огромное количество людей создало в воскресный день 8 ноября праздничную атмосферу для всех присутствующих на площади людей. В нынешнем году фестиваль вина в Гагаузии отметили совместно с православным празднованием Дня Святого Дмитрия и национальным гагаузским праздником Касым, уходящим своими корнями в дохристианскую эпоху. К гостям праздника с приветственным словом обратилось руководство автономии, представители профильных министерств Республики Молдова, координатор агентства ТИКа в Молдове, послы России и Турции в Молдове, депутаты парламента Республики Молдова и ряд других высокопоставленных гостей фестиваля. В неспокойном мире, в котором находится Республика Молдова, Гагаузия все-таки какой-то островок стабильности, где люди просто конкретными делами доказывают, что можно работать во благо своего народа, можно что-то делать, можно в конце концов сплотиться вокруг власти. Я не зря сказала, что у гагаузов был тяжелый выбор, политический выбор, но это был мудрый выбор. Я думаю, что фестиваль вина удался, тем более, что покровительствует этому и великомученик Дмитрий, который является чудотворцем, исцелителем, если хотите, исцелителем душ. А сегодняшний праздник, я думаю, что это какое-то исцеление души. Гагаузия непосредственно играет очень большую роль в виноделии Молдавии, да? Что это южные регионы, здесь всегда была традиция производства вина, и здесь всегда производилось хорошее, качественное красное вино. И поэтому для нас очень важно, то есть и для страны, в общем, для Молдавии очень важно, как регион и как традиции, как виноделие, именно этот праздник. Потому что это является продолжением праздника вина, который проходит в Кишиневе в начале октября. Ежегодно на фестивале вина в Гагаузии свои подворья выставляют все населенные пункты автономии. Примары вместе с активистами своих сел и культурными программами очень ответственно и скрупулезно готовят национальную продукцию на выставку, ведь каждое село хочет показать все самое лучшее, самое достойное перед своими соседями. Приморье не первый год это делает, и до нас делали ежегодно. Веселый мы посещали, как горожане, всегда подворье Приморьи. Сегодня мы сами представляем с огромным удовольствием, поэтому на наше подворье добро пожаловать всем гостям. И сегодня я обошел большинство подворий здесь и вижу, что урожай удался. Сегодня все представлены, все населенные пункты, все районы. И мне кажется, что таких праздников должно быть больше. Yatırım forumuna geldik. Biz devlet teşkilatındayız. Türk Standartları Enstitüsü'nde çalışıyoruz. Buraya arkadaşlarımızla birlikte katılıyoruz. Думаю, что и помощь руководства Гагаузии, Ирины Федоровны Влах, помощь всех общественных организаций и организаторов мероприятия помогли нам. Без их участия мы бы не смогли бы участвовать здесь. Я благодарен. Тамай к этому празднику подготовился, чтобы обрадовать гостей столицы и столичных жителей своим гостеприимством, радушием, вкусными блюдами и с веселой музыкой, танцами. Мы создаем настроение, чтобы это настроение хватило на целый год до будущего Касыма. На фестивале вина были определены победители конкурса «Лучшее стихотворение о вине». Ими стали известные в Гагаузии поэты Федор Мариногла и Петр Мойся. Своими впечатлениями автор поделился и с нами. Вино – это вино. И она всегда ценна, и душевное состояние многих людей, и настроение зависит от этого. А когда выпьют гагаузское вино, это поднимется у каждого настроение, а настроение хорошее – это счастье. Нельзя не отметить еще одно подворье, на котором инсценировали гагаузскую свадьбу в традиционных национальных костюмах с главным обрядом подслащиванием медом гостей на свадьбе. Но какая свадьба у гагаузов проходит без садычей и нанашки? Ими на фестивале вина стали Башкан Ирина Влах и председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Конечно, все это было инсценировано в шуточной форме, и вместе с горожанами повеселилось и руководство автономии.
итогом фестиваля стало награждение победителей, которые производят в регионе лучшие вина. Оргкомитету по проведению фестиваля были представлены 117 образцов вин в 21 номинации. Многих наград в данном конкурсе удостоились предприятия винокомрата «Казаяк Вин», «Чокмайдан Вин», «Тамай Винникс» и другие. На фестивале вина были названы лучшие подворья и лучшие национальные блюда. Фестиваль вина завершился массовым танцем хора дружбы, который объединил людей и сплотил их в огромном желании жить в процветающей стране.